Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Рады представить вам очень интересных гостей. Это блогеры Гаврил Чемаханов и Марк Бабатунде. Доброе утро, уважаемые гости. Недавно молодые люди вы вернулись с Эмикона, да? Да, с Верхоянска, где проходил как раз-таки одноименный фестиваль «Верхоянск. Центр холода мира». В чем состояла суть поездки? Расскажите. И почему не Эмикон? Ну, да. Сразу вот хочу предупредить, да, вот недавно разговаривали тоже на эту тему. Ну, в общем, как Константин Сергеевич сказал, наш президент, идея именно по туристическому кластеру, да, если делать, то это должно быть для всей Якутии. Поэтому Эмикон сохраняет свой статус, Верхоянск свой статус, но Якутия должна именно со своим брендом холода вступить вот в такую новую, да, какую-то международную туристическую организацию и с этими уже брендами идти и покорять весь мир. Мы съездили с Марком в Верхоянск по приглашению главы района. У нас был такой тур маленький, да? Мы посетили почти что весь район. Потом, когда подъехал Марк, они съездили на горы Киселях. Ну, кстати, можно сказать, что принимали участие Феодосия Васильевна Габушева, Ирина Сергеевна Высоких, наш министр предпринимательства с Москвы, специальный гость по открытию специальной олимпиады в городе Верхоянске, Мария Сергеевна Ракова. Анастасия Семеновна Михайлова, наш директор адаптивного центра «Самородка», и вот наш гость Марк Бабатунде. Марк, а вы впервые побывали на полюсе холода? Конечно, первый раз у меня на Верхоянске. Я тоже давно думал, Эмикон самый холодный, но сейчас я думаю, Верхоянск тоже очень холодный полюс, оказывается, да. Но вы уже 5 лет живете здесь, в Якутии, В Якутии, да? Вы, наверное, привыкли уже к холоду. Я не знаю, холодно, человек, можно привыкла или нет. Но, Ко всему привыкает. Привыкай, как одевай, как кушать, что надо делать, да, понимает, что да. Самое главное, что мы с Марком побывали там в тех местах, где я сам даже не побывал. Живя в Верхоянске, я не знал тех исторических мест и те достопримечательности, которые потом нашим гостям показали. Но теперь буду знать, и, соответственно, куропатку, которую мы с Марком попробовали, и жеребятину, печень жеребятину. Вот Марк бы очень подробно рассказал бы, какие у него вкусовые качества после этого остались. Как вам печень жеребятина? Печень очень вкусно и необычно, потому что, они скажут, верхоянский печень или верхоянский лошадка, самая чистая порода, да, и самый вкусно, точно очень вкусно. Мы попробовали. Мы потом показывали жеребенка, самого, как он выглядит, в каком состоянии он должен находиться. И он был очень удивлен, почему она такая волосатая и маленькая. Он крайне отличается, наша верхоянская именно лошадь. Статус у него совсем другой. И здесь, соответственно, как-то другие лошади, чем нежели там. Куропатку я назвал, не смог объяснить, как куропатку. Она у нас перешла в категорию лесная курица. Вот по-другому я не смог объяснить. Да, верхоянская курица. И горы Киселях. Да, кстати, вы взобрались на гору, да, даже? Да. Расскажите об этом. На горах очень интересно. Я думаю, это очень экстремально, конечно, необычно. Мы поднимем до вверх, вот этот день, погода очень хорошо. Долго поднимались? Нет, не вот так долго. Но На Буранах? На Буран, мы понимаем, да. Чуть-чуть пешком и чуть-чуть дальше Буран, потому что дорога там очень... Снарядили сани, где вот по два гостя, да, сидели, и они сбирались часа полтора-два, да, где-то так. Ну, по пути фотографировались. Я сам не поднимался, ждал внизу, рыбачил, соответственно, проводил как-то время свое очень активно. Ну и потом по приезду Марк показывал фотографии, где были очень интересные пейзажи. Ну, потом как блогер он запускал в YouTube свой видеоролик, все эти достопримечательности. Обязательно. И его покатали на нашей лошадке. Ну, как Марк говорит, круп чуть-чуть больше, у него животик-то побольше получается. Ну и, соответственно, сидеть очень как-то неудобно было ему. Вот такие различия были. Марк, ну нам интересно, как вы вот родом из Нигерии, да, переселились в Якутию и обучаете еще и китайскому языку? Как так получилось? Я думаю, для меня это не новый тему. Я давно уже здесь, я уже 5 лет уже здесь, и моя жена из Якутии, поэтому Вы женились на якутке, да? Да, поэтому я здесь жить, и я здесь работаю. Мой детей тоже здесь. А Им почему нравится. китайский-то?
Почему китайский? Потому что китайский сейчас очень популярный язык, очень модный, и 10 лет- возможно много. Один 10 лет, из оказывается, передовых Марк жил языков. в Китае у нас. Я вот, походу... Жили, учились, да? Да. Мгм. Что ж, огромное спасибо, уважаемые гости, за то, что приняли участие в нашей программе. Желаем вам дальнейших успехов, радуйте нас новыми поездками и Конечно, мы постами новыми видео. своим, да. Да, действительно, удачи. Спасибо.